проходит в Кыргызстане в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. От этого визита мы ожидаем укрепления двусторонних отношений и реализации совместных проектов в ряде областей. Не сомневаюсь, что в беседах наших президентов будут затрагиваться и вопросы человеческого капитала, а значит и вопросы высшего образования и науки, поскольку именно они в первую очередь дают прирост человеческого капитала. Профессиональное образование обеспечивает повышение конкурентоспособности в мире как России и Кыргызстана, так и тех объединений, в которые наши страны входят, например, Содружество независимых государств и Евразийского экономического союза, который становится на сегодняшний день одним из международных центров экономического влияния. Для развития сотрудничества России и Кыргызстана на уровне высшего профессионального образования существуют хорошие предпосылки. Это действующая нормативно-правовая база, которая в настоящее время пересматривается и дополняется в русле современных реалий. Тесные исторические, экономические и культурные связи. Опыт взаимодействия как на национальном, так и на институциональном и личном уровнях. Все это, несомненно, уже позволяет решать задачи, направленные на повышение качества высшего образования, обеспечение рынка труда наших стран кадрами. В то же время имеющиеся мировые, региональные и внутренние экономические и политические вызовы требуют новых решений и объединения усилий по их преодолению. Поэтому мы рассматриваем первый форум ректоров России и Кыргызстана как площадку для выработки дорожной карты нового этапа нашего взаимодействия как в области образования, так и в области научных исследований на базе вузов и в сотрудничестве с различными академическими структурами. Во всем мире развитие высшего образования опирается на три глобальные цели: предоставление качественного высшего образования всем желающим, расширение возможностей трудоустройства выпускников и развитие мобильности как средство повышения качества обучения. Несомненно, по всем трем направлениям у нас наработан неплохой задел, который может и должен обеспечить студентам наших стран развитие личностных, социальных и профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда. Поэтому мне кажется важным отметить, что в работе нашего форума участвуют представители бизнес-сообщества наших двух стран, и целая сессия сегодня днем будет посвящена вопросам реализации новых подходов в образовании в условиях модернизации экономики. В этом контексте особенно следует обратить внимание на развитие сотрудничества работодателей, вузов и самих студентов, особенно в части организации и содержания обучения, направленных на развитие предпринимательского и инновационного потенциала выпускников. Готовящаяся в настоящее время в Кыргызстане стратегия развития образования до 30 года в разделах профессионального образования и образования взрослых нацелена на поддержание обучения в течение всей жизни, что является одним из важнейших факторов удовлетворения потребностей изменяющегося рынка труда. В этом процессе образовательная и исследовательская деятельность в вузах должны играть центральную роль как в выработке компетенций, в том числе исследовательских студентов, так и в обеспечении реального вклада в экономику регионов и наших стран в целом за счет результатов прикладных научных исследований. Не сомневаюсь, что обсуждение основ научно-образовательной интеграции России и Кыргызстана, а также нашего сотрудничества в сфере гуманитарных и естественных наук помогут выявить общие исследовательские интересы, обсудить их и приведут к подписанию документов о намерениях, в том числе по совместным программам и исследованиям. Что касается дальнейшего взаимодействия в области высшего образования, то оно, думаю, может развиваться по нескольким направлениям. Это дальнейшее развитие межкультурного диалога, сохранение культурной, образовательной и научной общности, использование возможностей цифровых форматов образования и исследований, подготовки педагогических и научных кадров. Несомненно, это синхронизация развития национальных квалификационных систем, обеспечивающих признание степеней, академическую и трудовую мобильность.
консолидацию усилий в построении системы обеспечения качества и процедур аккредитации программ высшего профессионального образования, развитие рейтинговых систем, дальнейшее развитие академической мобильности и совместных образовательных и научных инициатив, расширение сетевых проектов, популяризация науки среди молодежи, создание различных баз данных в области гуманитарных, социальных и естественных наук, создание совместных научных центров различного типа. Уважаемые участники форума, позвольте еще раз отметить важность и значимость сегодняшнего события, которое должно стать началом регулярного взаимодействия наших вузов и их руководителей по ключевым вопросам развития современного высшего образования. Я хочу пожелать нашему форуму успеха в обсуждении заявленных, сложных и интересных вопросов. Благодарю за внимание.